Друзья, я вас всех приветствую на нашем канале Политгараж и спешу поздравить вас с вчерашним праздником, Днем Народного Единства. Единства, да, Днем Народного Единства. Блин, вот даже праздник-то назвали так, не выговоришь. Оказывается, там в этот день давным-давно Пожарский и Минин, или Минин и Пожарский, погасили там какой-то бунт. Поляки там что-то взбунтовались. Ну, я честно говорю, вот надо было в школе все-таки историю учить, читать этот учебник. Вот. Ну, в данный момент как бы у меня перед собой его нету, поэтому вот говорю, что помню. Друзья мои, в принципе, вчерашний день у меня был рабочий, и я не заметил, если честно говоря. Вот уже начал видос запиливать, а тут смотрю, праздник, оказывается, был. Я его случайно пропустил. Оказывается, вся Россия праздновала, был выходной день. А мы как работали, так и работаем. Ну ладно, частный бизнес, сами понимаете как. Вот, а сегодня у нас новый праздник. Дело в том, что, как вы знаете, несколько дней назад нас стало ровно 1000. А я такой человек, что вот обещал своим ребятам, как будет у меня 1000 подписчиков, я покупаю тортик. Поэтому я сегодня еду за тортиком. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас мы заедем в магазин «Горячий хлеб». Я вчера вам показывал. И возьмем там тортик нашего местного хлебзавода. Заодно посмотрим, что там еще есть. Так, вот он, этот магазинчик. Сейчас подъезжаем. Адрес у нее Индустриальная 3. Сейчас мы сюда зарулим. Что-то он хоть работает, нет? Сейчас приедем. Магазин закрытый. Да нет, вон написано «Добро пожаловать», буковки бегут даже. Прям все буду, прям в прямом эфире буду вам все вещать. Добро пожаловать. Свежая выпечка, горячий хлеб. Это вся выпечка этого нашего хлебзавода ИП Пестель. Тут ассортимент расширился. Сочный с творогом, нету коржики, сметанные коржи по 35 рублей. Кексы, которые были по 16 копеек, помните? Сейчас 55. И тортики. А вот тортик ореховый есть. Вот такой, наверное, наши любят тортики такие. Есть праздничный вот такой, 1,5 килограмма, 800 рублей. Такой вот 800 рублей. Безэшный 800 рублей. Такой большой праздничный есть по 1100. Есть Прага. Прага от какого числа? От 4-го. Ладно, будем брать. Хлеб славянский 42 рубля. Деревенский 42 рубля. Русь хлеб 42 рубля. Хлебушек какой приятный. Прям чувствуется, что это. Пирожки, булочки сахарные. Булки, лаваш, синнабоны. Что тут еще есть местного производства? А ничего, все остальное привозное. Сухарики с изюмом 210 рублей. Сушки дворянские 170 рублей. Вот такие сушки. И доширак 42 рубля доширак стоит. Все, друзья, куплен тортик. Мы купили 2 тортика. Ореховый и Прага. За все я заплатил 1200 рублей. Ну, знаете, искусство требует жертв. Никуда не денешься. Блин, ну такие цены нынче. Даже вот эти тортики, которые местного производства, вот эти хлебзаводовские, ведь цена получается у них по 600 ре. Так, надо выехать. Друзья, еще заодно я для вас вот такой сделаю
поворотик и заеду на бывшую базу Орса. Теперь сюда заезд свободный. На базу Орса можно заехать. И теперь здесь вот расположены вот такие магазины. Смотрите. Евразия, салон, магазин. Ну там заходишь, просто все китайское барахло. Продукты оптом там в конце. Вот здесь какие-то автозапчасти выросли. Вот здесь вот недавно построили склад, хотя здесь, я помню, его снесли полностью до основания и построили. Смотрите, он уже граничит, получается, с этим домом, который по Ленинградскому проспекту, ипотечный, вот недавно сданный. Я что-то не замечал этого, если честно. Оказывается, вот он прямо здесь рядышком. И вот мы заезжаем, здесь база у нас АТА, авиационное транспортное агентство. Там что-то сейчас разгружают, нам сюда не надо. Просто заехал показать вам, что сейчас стало на базе Орса. Все, выезжаем потихонечку. Тут, конечно, все изменилось. Когда был Орс, тут были просто склады и был один хозяин. А теперь все это в аренде. Абсолютно все в аренде. Кто-то что-то выкупил целиком прямо. Вот там у нас Design Pro есть. Это рекламное агентство Design Pro. Наши коллеги, так сказать. Мы частенько у них там что-нибудь заказываем. А они у нас частенько автомобили иногда чинят. Все, едем на работу. Опять выезжаем на улицу Индустриальную, вот возле хлебзавода. И поехали. Помните, да, вот это была контора. Она была просто деревянная. Ее там, ну это сейчас она такая красивая в сайдинге. А там наверху просто было написано Орс. И все. Когда-то это все было под компанией Якуталмаз. Ну, бывший Якуталмаз, конечно, сейчас Алроса. Но потом оно преобразовалось, насколько я помню, в Алроса Торг. И, по-моему, на этом все закончилось. Но оно какое-то время просуществовало, потому что там свои торговые точки были. Не успели мы, да? А красный. Торговые точки были по городу свои. Там тоже ресторан был, вот этот Харбин. Это им принадлежал. Потом СРГ магазин. Потом, по-моему, какие-то вот они поддерживали вот столовые, рабочие столовые. Ну и все это дело потом заглохло вот так вот. Видимо, решили, что невыгодно. И заехали сюда абсолютно, блин, чужие люди. Стали торговать, открывать магазины. Теперь Алроса вообще никакого отношения к продовольственному снабжению не имеет. Такие вот дела.
Друзья мои, мы приехали на фабрику номер 3. Это вот их конторка. Ну, сама фабрика, она немножко там чуть в стороне, но вы видели этот айсберг, выросший среди, так сказать, пустыни, можно сказать, якутской. Вот. Сейчас мы подъедем к небольшому обелиску, так называемому памятнику, которым основателем, наверное, да, можно так сказать, основателем фабрики номер 3. Мы остановимся, сюда зайдем. Сейчас выпал снежок уже такой, сантиметров 5-10. Потихонечку здесь он уже накапливается, здесь его никто не убирает. Основана в 1966 году фабрика номер 3. Вот такой из бетона и стали построен здесь, даже с подсветкой. Памятничек небольшой, означающий, что здесь основана именно вот основа нашей, означающий, что именно здесь и началась добыча алмазов. Вон он, видите, стоит. Вот так я приблизил ее. Она практически ничем не изменилась. Ее там лет 15 назад поменяли в ней панели на несгораемые, потому что первыми были они такие пожароопасные были. Теперь нормальные стоят. Ну и вот оно, наше якутское солнышко. Время 4 часа, а оно уже стремится зайти за горизонт. Вот именно сюда везут руду из карьера. Теперь уже не из карьера, а уже только с рудника Интернациональной шахты везут сюда. И здесь ее обогащают. Обогатительной фабрике номер 3. Как говорится, раньше был лозунг «Больше алмазов Родине». А теперь вроде как меньше алмазов Родине. Но у них такая цена, что я так понимаю, что хватает всем. Даже при том, что добывает только один небольшой рудник. Круглогодично. Летом еще 2 драки на реке и релях. И все. А там мы с вами ехали по вот этой фабричной дороге. Дорога занимает всего 3 минуты. Как и видео, которое я немножко там заснял для вас, чтобы вы посмотрели, вспомнили эту дорогу. Это у нас одна такая дорога, знаете, молодежь иногда любит по этой дорожке прокатиться и дать немножко дусту. Но мы, товарищи законопослушные, едем потихонечку, никуда не торопясь, потому что зима, на улице минус 10 градусов, солнышко прекрасно светит, нам торопиться некуда, мы потихоньку едем и не нарушаем. Так, а мы подъезжаем вот к площади Кривошапкина, только уже со стороны фабрики 3. Или, как говорят, со стороны голубых домов. Все, сейчас подъезжаем, вот перекресточек этот Кривошапкинский. Выезжаем мы на улицу. Какая это улица-то? Я не знаю, даже Павлова, да? Продолжение Павлова, которая упирается прямо в улицу Ленина. Елки-палки, я уже заговариваюсь. Улица Ленина. Да, наверное, это продолжение Павлова. Вот это улица Павлова 40, по-моему, дом. И Ростелеком у нас. А, это Аюнского улица начинается. Все, я уже, вообще. Все. Значит, получается, на площади Кривошапкина Павлова заканчивается, начинается Аюнского. Аюнского, нашего поэта якутского, улица. Сейчас мы проедем через центр, то есть свернем на улицу Ленина, площадь Ленина посмотрим.
Так, друзья, что-то здесь бабочка какая-то непонятная. Будний день, а вы ездите. Все должны быть на работе, как в советские времена. Что ты делаешь в магазине в рабочее время? Да так, вышел посмотреть. Поехали, дружок. В милицию, будем там разбираться. Акт составят и штраф на работу. Хлоп, готово. Тунеядство. Друзья, подъезжаем к площади. Я почему еще раз немножко тут решил заснять, потому что обычно еду или темно, или солнца нет. А сейчас, смотрите, прекрасная погода, солнышко. Гостиница Азимут, Ибн, гостиница Зорница. Площадь Ленина немножко уже снежком припорошила. Администрация городская, администрация районная. Это теперь администрация района. А вот она, городская администрация. Вот здесь она находится, в этом здании. Здесь же, по-моему, музей кимберлитов. Только вот то дальнее крыльцо. Музей кимберлитов. Все, едем. Вот видите, здесь поставили два светофора. Один вот здесь, вот он. Один вот там, чуть дальше. Видите? Двойной светофор. Это все, чтобы вот с этого двора можно было людям беспрепятственно выехать. В случае, если светофор красный горит. Ну, имеется в виду люди какие. От администрации выезжает автомобиль с головой. Вот, чтобы он мог выехать беспрепятственно. Там стоит второй светофор. А мы сегодня, видите, какие у нас удачный день сегодня. Мы все на зеленый проезжаем, все светофоры. Как говорится, зеленая волна. Вот такие вот дела, друзья. Едем, смотрим. В дополнение ко всему, небольшая прогулка. Здесь я Свято-Троицкий храм. И пройдем вот сюда. Друзья, у нас очень много было снято на эту тему. Площадь Победы, кинотеатр Якутск. И много, очень много неоднозначных было комментариев по поводу вот этого памятника. Иосиф Виссарионович Сталин. Солнышко немножко нам мешает снять, но этого усатого дядьку любой узнает. Верховному главнокомандующему вооруженных сил СССР генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину от ветеранов Великой Отечественной войны благодарных потомков. 9 мая 2005 года поставлен этот бюст. Не знаю, кто художник. Ну, как бы это ни столь и важно. Кто еще не видел новый облик кинотеатра Якутск, я для вас снимаю специально. Просто я уже снимал и показывал, но хорошо, сейчас снега немного. Я просто напрямую пошел через газоны. Ничего страшного. Тут убирают, все как положено, все, службы работают. Это улица Площадь Победы, дом 2. Вот такой адрес мне присвоили, кстати. Он раньше наверняка был к Ленинградскому проспекту, отношение имел. Теперь вот так. Стеклянное такое все здание, видите? Якутск. Универсальный театрально-концертный центр. Оно принадлежало у нас культурно... как называется? КСК. Культурно-спортивному комплексу. А теперь даже и не знаю, к чему оно теперь. 9 район, 21 ноября. А теперь, когда по снегу ходишь, очень хорошо слышно в микрофон. Как я передвигаюсь. Ботинки скрипят по снегу. ООО «Сагран» представляет впервые в Якутии легенда 90-х. 21 ноября, 9 район. Не забывай. Ну, ребята, дай бог, чтобы все срослось. Дай бог, да. Чтобы концерт состоялся, и вы уехали нормально отсюда, как говорится, заработав много денег. Искусство, оно такое, оно же, как я уже говорил сегодня, да, искусство требует жертв. Так, пройдем на Площадь Победы. Друзья, она особо не изменилась. Мне кажется, она с основания не изменилась вообще. То есть как вот эти гранитные сделали скамеечки. Не-не-не, друзья, это обновили. В 2019 году их обновляли.
то весь мрамор весь послетал. Дорожку сделал дворник. Красавчик вообще. Ну да, здесь тоже одну такую прокопал такой. Ну, нормально убрался. И там то же самое. Да, друзья, память, вечная память, как говорится, воинам, победившим в этой великой войне. А когда я родился, в этом городе, на этом месте, стояли футболисты. Два футболиста, мяч у них был такие большого роста, ну, метров, наверное, 5 было высотой. Здесь стоял другой постамент, и стояли футболисты. Их потом сломали и увезли на куда за город. Я даже помню это место, куда их вывезли. Одесса, Севастополь, Керчь, Киев, Минск. Города-герои. Москва, Ленинград, Волгоград, Брест, Тула, Новороссийск, Смоленск. Друзья, а вот вечный огонь у нас не горит. Его зажигают только 9 мая. И то, по-моему, в 2020 году не зажигали. А в Ленске, я знаю, у них горит вечный огонь. Город Ленск. Ну все, поснимали маленько, как говорится. Рассказали, показали. Друзья, пишите в комментариях, конечно, что вы думаете по поводу памятника Сталину, по поводу обновленного кинотеатра Якутск, площади Победы. Пишите. А мы едем дальше. У нас еще рабочий день не закончился. Это я просто... Друзья, я выбрался немножко сделать для вас приятное, потому что там ребята, конечно, работают, ждут. Фу. Помощь нужна постоянно. Вперед к победе коммунистического труда. 7 ноября, друзья, будет праздник, большой праздник. 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Вчера мы праздновали день единства, народного единства, да. Это там что-то Минин и Пожарский прогнали поляков. Или разогнали поляков, что-то не помню, короче, что-то такое. Вот. А вот день Великой Октябрьской революции, блин, ну, к сожалению, его отменили. Секунду, пристегнусь, а то у меня тут ремешок. Вот сейчас пиликать. Вот уже начал. Да. Так вот, помнится, у нас ведь раньше была демонстрация трудящихся 7 ноября. Мы шли, погода была примерно такая же. Мы тепло одевались, выходили с плакатами, с шариками, с транспарантами. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура! Ну, блин, весело было вообще тогда. Ну, я еще ребенком был в то время-то, что мы не школьниками мы ходили, да, школьниками ходили мы это до 86-го года точно. Потом я, честно говоря, уже не помню. Я в 86-м школу закончил, и вот с тех пор, не знаю, вы проводили еще, не проводили парады 7 ноября. Если кто помнит, пишите, конечно, в комментариях, в каком году у нас все это дело прекратилось. Потому что только майские, я знаю, мы празднуем праздники. И 1 май, и 9 мая. Вот, это мы праздники знаем. Ну все, друзья, на сегодня, наверное, все. Не буду сильно затягивать видео, поэтому подписались, колокольчик, пальчик вверх и вперед. До новых встреч!